Наш Якутск в конце XIX века – самая окраина огромной империи. Но наступивший новый 20 век изменил это положение. После Первой русской революции Сибирь, Якутская область пережили период мощного промышленного подъема. В те годы в Якутске проживало около 10 тысяч человек. К 1911 году в столице области уже работали телефон и телеграф. Горожане уже во время правления губернатора Ивана Ивановича Крафта уже имели телеграфную линию, которая связывала со всеми городами не только Сибири, но и крупнейшими городами России. В 1911 году уже действовал телефон. Общественная жизнь кипела в этом маленьком городе. Северный край развивался. Здесь открылись основные центры просвещения. Областной музей, публичная и народная библиотеки, 2 типографии. Появляются первые газеты и журналы «Якутский край», «Якутская мысль», «Ленские волны». Открываются книжный магазин Игумнова, первые просветительские организации «Якутский клуб» и «Клуб приказчиков», где ставились пьесы и различные мероприятия. И в среде культурных развлечений горожане с нетерпением ждали модный и неведомый синематограф. И этот новый вид искусства требовал к себе не только внимания, но и работала только под действием электрического источника питания. Вот. Однако в городе Якутске существовали локальные энергетические установки в виде паровых локомобилей, динамо-машин. Инициатором организации показа кинофильмов в Якутске был Михаил Рамуальдович Маргулец, директор якутского отделения крупнейшего в то время русско-азиатского банка. Вместе с ним первый показ кино организовали городской глава Павел Андреевич Юшманов, промышленник Алексей Алексеевич Семенов и купец Василий Иванович Силин. Горожане, устроившие первые сеансы кинематографа в Якутске, были людьми весьма состоятельными, восприимчивыми ко всему новому, думающими о судьбе Якутска. И, наконец-то, это веяние пришло и к нам. То есть это такое же было мощное культурное событие, культурный шок. И действительно и Крафт, и сам губернатор, и сам глава города Якутска по-нынешнему, это мэр Якутска, они способствовали именно развитию синематографа, то есть показу первых фильмов у нас в Якутске. Первым киномехаником Якутии был отставной казак якутского казачьего полка Пантелеймон Иннокентьевич Никулин. Это он был демонстратором кино у группы Маргульца. Никулин старался использовать различные приемы, чтобы разнообразить кинопоказ. Перед началом просмотра он рассказывал краткое содержание фильма, а после киносеанса проводил вечера хорового пения. Однако в начале 1915 года строительный отдел губернатора Якутии запретил киносеансы в музее. Никулину пришлось продать свой аппарат обществу приказчиков. И 28 апреля 2015 года в музее состоялся прощальный сеанс. Но бравый отставной казак не впал в уныние. В том же году Никулин выписал аппарат для кинематографических снимков. Газета «Якутская окраина» 1 октября 2015 года сообщала, что Никулин производит кинематографические снимки работ на приисках в Бодайбо. Судя по этим данным, Пантелеймон Иннокентьевич стал первым кинооператором Якутии. К сожалению, эти бесценные кадры первого якутского кинематографиста не дошли до нашего времени. Сегодня мы обязаны вспомнить человека, открывшего первый постоянный кинематограф в Якутске и подарившего нам волшебство и магию 20 века – кино. Этим удивительным человеком был Василий Петрович Приютов. Он родился далеко от Якутии, в причерноморском городке Акерман Бессарабской губернии, возле Одессы. За совершение государственного преступления был осужден и выслан на 8 лет в ссылку. Доставлен в Якутск 22 января 1899 и уже через полгода был снова арестован за попытку побега. Приютов жил в доходном доме Федота Романова,
ныне дом-музей «Якутская ссылка» на улице Ярославского. На рубеже веков в самом центре Якутска, на Большой улице в доме 23, жил известный политический ссыльный фотограф Келлерман. В 1899 году, отбыв ссылку, он продает обширную усадьбу и фотолабораторию народовольцу из Одессы Павлу Лазянову, который после каторги на Нерчинских рудниках обосновался на поселении в Якутске. Но через 4 года Павел Лазянов умирает, оставив жену Пелагею Петровну вдовой с 2 детьми. Пелагея становится владелицей частного фотоателье на Большой улице. Ровно через год, в 1904 году, под грохот ружейных выстрелов Романовского восстания, Пелагея выходит замуж за Василия Приютова, портного и фотографа. Участвовал в культурной жизни, допустим, он участвовал в постановке различных театральных пьес, даже в пьесе Василия Манчара, который Кюльмнир, является автором, он там тоже участвовал. Впоследствии у них родились еще 7 детей. В фотосалоне работы хватало всему большому семейству. Вплоть до 20-х годов семейное фотоателье Приютова пользовалось большой популярностью не только среди горожан, но и у богатых семей из разных улусов Якутии. Приютов увидел в кинематографе очень большой коммерческий потенциал. К собственному дому пристроил кирпичную киноаппаратную, купил кинопроектор и локомобиль и летом 1913 года начал показывать кинофильмы. Но то, что он, опять же, пришел к тому, что надо и дальше развиваться, потому что любая фотография – это есть будущее, это кинематограф. Да? И он пошел по этому же пути. Кинематограф Приютова с успехом работал до лета 1920 года, давая в день по 2-3 сеанса. 17 июля 2020 года постановлением районного ревкома кинематограф был национализирован и передан в ведение Комиссариата народного образования. Но через 2 года кинотеатр вернули Приютовым обратно. Василий Петрович активно сотрудничает с советской властью. А в конце 1928 года Приютов продал свой кинотеатр Народному комиссариату просвещения. Дальнейшая судьба семьи Приютовых сложилась трагически. В 1932 году ему дали персональную пенсию республиканского значения, и он с семьей уехал из Якутска в Ленинград. Жили они на Васильевском острове, на улице Гаванская, дом 86. Умер Василий Петрович Приютов в блокадном Ленинграде в марте 1942 года. Похоронен на Пискаревском кладбище. Блокаду не пережили и 2 его сына – Григорий и Константин. А старший сын Сергей Лазянов остался в Якутске. Работал аккумуляторщиком весоремонтной базы. Он был арестован в Якутске в июле 1941 года, осужден по печально известной 58-й статье и получил 8 лет лагерей. Так сложилась жизненная история незаурядного человека, оставившего глубокий след в культурной жизни Якутии. Очень символично, что Якутию первыми зафиксировали на кинопленку родоначальники кино – французы. В первых числах июля 2012 года в Якутск прибыли путешественник-антрополог Даниэль Бюссон со своими спутниками-кинооператорами Мире и Бурте. Их командировало в Якутию сразу 3 французских ведомства – Министерство народного просвещения, Парижское географическое общество и Музей естественной истории. Целью путешественников было собирание этнографических и антропологических коллекций. К сожалению, все эти уникальные кадры, запечатлевшие нашу Якутию тех лет, бесследно пропали и до сих пор еще не найдены. В начале 20-х годов в Якутии работали 3 кинотеатра. В Якутске, Алекминский
и на прииске Незаметный, ныне город Алдан. Аппаратуру и несколько фильмов после революции первым завезла в Якутию торговая организация «Холбас». Она же одной из первых начала показывать фильмы для сельского населения. 4 июня 1926 года заведующий кинопередвижкой Никита Слепцов и киномеханик Дмитрий Дубинин выехали в Заречные Улусы. Результаты работы кинопередвижки были признаны успешными, поскольку среди населения был огромный неподдельный интерес к кино. Темниконов Владимир Александрович, он где-то вот близко от Якутска впервые показывал, где-то начали показывать, там какая-то конная армия, что ли, лошади бегут прямо к этим зрителям. Люди, говорит, прямо под скамейкой падали, говорит, и вдруг на нас, говорит, лошадь, говорит, наступит. Вот такое состояние было, говорит, первое время смотреть. Ну, конечно, народ старался ходить к кинофильму. Принципиальные вопросы развития кино в Якутии решал в то время Платон Алексеевич Аюнский. В ноябре 1928 года президиумом ЯЦИК было принято постановление о состоянии и развитии кинодела в ЯССР. Это первый документ, определявший практические задачи развития кинематографа в Якутии. Это постановление подписано Аюнским. Госкино стало самостоятельной организацией и был заложен фундамент кинофикации республики. Но развитие кинодела тормозилось отсутствием специалистов высшей и средней квалификации из местных жителей. Поэтому руководство республики предлагало осуществить подготовку кадров путем отправки молодежи в центр на учебу и организации краткосрочных курсов в самой Якутии. И в начале 1929 года в Якутске при городском кинотеатре открылись 4-месячные курсы киномехаников, на которых обучалось 8 человек. Заведовал курсами Павел Васильевич Никифоров, а начальником треста «Якуткино» в начале 30-х работал Аполлон Петрович Воинов. Первые выпускники курсов проделали огромную работу по организации кинопоказа в Якутии. С 1935 года курсы были переведены на подготовку киномехаников звукового кино. В 1955 году курсы были реорганизованы в школу по подготовке киномехаников. Укрепился преподавательский состав. С октября 1964 года подготовкой киномехаников занималось Якутское городское профтехучилище номер 7 кинофикации. С 1 июля 1978 года училище переименовано в Техническое училище номер 7. Практика быккамигер училище тохтары кинотеатрдары кытта договардах олиһин биһиге Айхал, Мир, Центральный кинотеатрдарыгар практикалар бутын бар быппыт. Онны хылжаммыт ити инженердары кытта теңге, бу Киснонавай да болдун, Каан да болдун кинопроекттардары барды монтажтырга, онна кинлер кайдагы үлелехтяхтырын технической өттүн көрөрбүт. За 50 лет, с 30 по 80-е годы, курсами, школой и училищем было подготовлено 4820 киномехаников. Училище было старейшим в системе профтехобразования в Якутии, и оно всегда находилось среди лучших училищ республики. Выдающийся режиссер-документалист Дзига Вертов сравнивал кинокамеру с киноглазом, которым мы смотрим на мир. И действительно, кинокамера – особый взгляд художника, способ творческого познания и отображения мира. В августе 1928 года якутяне впервые увидели на киноэкране кадры о родном крае, снятые кинооператором-любителем Яковом Шмаковым. А первой крупной киноэкспедицией в Якутии стала съемочная группа треста «Восток кино» под руководством режиссера-оператора Вильгельма Блуфштейна. К сожалению, задуманная картина «Якутия» так и не вышла на экраны. Но отснятый материал стал основой короткометражного фильма «На берегах Алдана». В Якутске кинокартина была показана накануне 17-й годовщины Октябрьской революции. Это была первая попытка наглядно отразить социально-экономические преобразования, произошедшие в Якутии
за годы советской власти. С началом войны работники кино приняли самое активное участие в защите Родины от фашистских захватчиков. Коллективы кинотеатров Якутска, управление кинофикации, глав кинопроката, киноремонтной мастерской в первые дни войны провели многочисленные митинги и внесли в фонд обороны часть зарплаты. Многие работники ушли на фронт. Они храбро сражались, некоторые дошли до Берлина. Их фронтовые подвиги отмечены орденами и медалями. На старой фотографии мы видим наших ветеранов, участников войны. Вот они гордо стоят вместе с народным писателем Якутии Суаруном Амалоном в мае 70-го года в кинотеатре «Лена». Они не ощущают себя ветеранами. Они – солдаты-освободители, в мирное время посвятившие себя служению великому чуду – кино. В Якутске в 1942 году был совершен трудовой подвиг. Запустили в эксплуатацию целый кинотеатр. Это был первый каменный двухэтажный кинотеатр, оборудованный по всем правилам, с кинобудкой и 2 залами. Еще в 1938 году было принято решение строить в Якутске новый каменный кинотеатр. При его строительстве легендарным якутским строителем Ефимом Жарницким впервые были применены железобетонные основания стулья на вечной мерзлоте. Самый первый каменный кинотеатр, который был построен в трудный год войны, 1942 году, был построен по новым строительным технологиям. Он стоит на 4 стульях, подушках так называемых, и до сих пор стоит прямо и никуда не шевелится. После трагических потерь и испытаний войны именно кино стало настоящей отдушиной для народа. Это было и развлечением, и утешением, дарило надежду и веру в светлое будущее. Киномеханики пользовались искренним уважением односельчан. Благодаря их самоотверженному труду республика поддерживала прочную связь с большим миром. Население было в курсе всех событий. Смотрели с одинаковым интересом и художественные, и документальные ленты. Здесь, на необжитом севере, люди приобщаются к советской культуре. Самые юные зрители, как и всюду, засветло занимают первые места. А в работе случалось всякое. Иногда приходилось ночевать в лесу и в тундре. Из-за дальних командировок, плохой не согревающей в холод одежды, отсутствия нормальных условий для работы голодали и болели многие киномеханики. Но все это кажется мелочью в сравнении с тем, какую радость доставляло кино в жизни якутян. Первым якутским профессиональным кинооператором является Никандр Егорович Савинов. До поступления в ВГИК он отслужил в армии, работал в Краеведческом музее и целенаправленно готовился стать кинооператором. Его упорство, настойчивость, талант позволили ему через 5 лет успешно закончить Институт кинематографии. О его дипломном фильме «Песни якута» об охотнике из Чары Алекминского района сразу после государственной защиты написали в газете «КМ», и он был показан по центральному телевидению. Колхоз назначил мне пенсию. Теперь могу я рыбачить в сезоне. В Тордуе берестяной форель свежить. У нас на глубине по рекам много ее ходит. С 1962 года Никандр Савинов работает корреспондентом по Якутии, Восточно-Сибирской студии кинохроники. Небо и солнце. Кто не обращал к ним своего пытливого взора? Там огненные дожди шумят, там камни, как вода, кипят, писал Ломоносов.
Он стал создателем живой истории, развивающейся жизни республики. Для многих поколений якутских мастеров экрана он стал наставником и учителем. Никандр Егорыч очень трепетно и искренне относился к героям своих фильмов. В те годы требовали много снимать о промышленности, а он хотел снимать об искусстве, культуре, истории своего края. Никандр Егорович был человек сложный. Не каждого себе подпускал. Такой сложный парень был. Но ко мне относился нормально. Я ассистентом был. Якутская школа кинооператорского искусства начала формироваться в 60-е годы прошлого века. Вслед за Савиновым высшее образование получили Николай Сантаев и Семен Васильев. В 1962 году Коля Сантаев из села Бардон Сунтарского района с первой попытки поступил на операторский факультет в ГИКа, знаменитую кузницу кадров советского кино. Я учился в Институте кинематографии, в Всесоюзном государственном институте. Это в Союзе единственный институт был. Для того, чтобы поступить туда, очень огромные конкурсы проходили. Особенно, я операторскую выбрал. Но когда я сдавал экзамены, на одно место было где-то около 20 человек. Аккумулятор надо так коловод. Манник. Вот там она. Вот это. Швей камера. После учебы Николай Маркович поступает на работу на якутское телевидение и без малого 40 лет без устали фиксировал на пленку трудовые будни современников. Побывал во всех уголках необъятной Якутии, снял огромное количество репортажей и фильмов. Но особой гордостью мастера стал легендарный цветной фильм 1972 года «Занавес не опускается» об якутских мастерах сцены. Атын! Аннарамитын! О, это Никандр камера. 623 должна быть. О, ну как-то. Фокусы не идут. Добро. У Семена Семеновича Васильева, нашего прославленного кинооператора, первым фотоаппаратом в детстве была «Смена 3». Фотография с самого начала очень сильно повлияла на него. Формирование образа, самообразование, целостное восприятие мира – вот главные фотографии. А в старших классах занимался в кинокружке. После окончания школы он стал студентом операторского факультета в ГИКа. И уже во втором курсе у нас началось киносвещение. Сами снимали, там сами монтировали, черно-белое и цветное. И после этого уже, видимо, оказывается, это другим курсом показывали наши работы. Поэтому вдруг после этого что-то друзей много стало, художники в основном. После института Семен проработал в студии Восточно-Сибирской кинохроники вместе с Никандром Савиновым. Потом стал работать на якутском телевидении. Но Семен Васильев – автор не только телерепортажей и телепрограмм. В его фильмографию входят такие знаковые фильмы якутского кино, как «Вокруг только горы», «Серединный мир», «Охонон», «Сайлык». Оператор-постановщик двух самых масштабных исторических якутских фильмов «Тайна Чингисхана» и «Тагандархан» Юрий Бережнев.
Юрий в начале 90-х годов учился в Авгике. Пришел в самую первую якутскую киностудию «Северфильм». Он считает, что наша кинооператорская школа тесно связана с народным изобразительным и декоративным искусством. Бисахалар тухау бу рухига ин Аллах күстәхтәр булапты. Күстәхтәр бит чалдыра. Иде графика булды, тух булды. Живопись булды. Олен хәдре он операторский искусство началось искусство булды. Он жогор усан сахаларга жогор усанан бар. Сегодняшние успехи якутского кино напрямую связаны с высоким уровнем операторского искусства в республике. Многим якутянам знакомы имена наших кинооператоров: Иннокентия Амосова, Семена Аманатова, Ивана Семенова, Михаила Кардашевского. Кино – искусство зрелищное, пластическое, и изображение является одним из его главнейших компонентов. Средствами зрительной пластики, светом, движением, колоритом оператор создает на экране целый мир со своими героями, средой, атмосферой, настроением, всем тем, что и делает фильм произведением искусства. Пойду летать! На этих уникальных кадрах мы видим нашего первого якутского киноактера, снимавшегося в 1935 году в фильме «Аэроград» великого Александра Довженко. Звали его Никон Табунасов. Он учился тогда в ГИТИСе. По архивным данным, он уроженец села Кылах Алекминского района Якутии. В фильме он играл молодого Чукчу, но песню он поет якутскую. О Никоне мало что известно. Есть сведения, что он работал в московских театрах, но в 1942 году был задержан органами НКВД и в 1943 феврале был осужден на 5 лет по статье «Контрреволюционный саботаж». Следы его теряются в Пермской области в системе лагерей Усоль-Лак. Следом идут ряд советских фильмов, в которых то и дело мелькали в эпизодах якутские профессиональные и непрофессиональные актеры. И только в 1963 году одну из главных ролей в фильме «Третья ракета» исполнил актер Спартак Федотов. Он блестяще сыграл якута-артиллериста Петрова. Картина стала для целого поколения якутян культовой. Впервые наш актер наиболее полно и характерно показал образ именно якутского солдата в большом кино Советского Союза. И это был народный артист Якутии Спартак Петрович Федотов. А тут погиб. Совсем погиб. А Петров жив. Почему так, а, командир? Одним из самых освещенных в республиканских СМИ фильмом с участием якутских актеров была картина «Тайна предков» киностудии «Таджик-фильм». Фильм знаменателен тем, что в нем впервые и единственный раз в кино снялся наш легендарный актер, народный артист Советского Союза Дмитрий Ходулов. И это случится, если я укажу купцу дорогу на ручей, и он найдет там золото. Однажды я уже видел, к чему это приводит. И не допущу, чтобы такое повторилось. Да пусть лучше я вырву себе язык, если почувствую, что могу нарушить священную клятву, данную мной когда-то духом предков. В 1973 году тогдашний студент театрального училища имени Щепкина Афанасий Федоров начал сниматься в фильме «Пламя» киностудии «Беларусь-фильм». Он сыграл бесстрашного бойца Того, собирательного образа представителя северных народностей, ковавших победу в Великой Отечественной. Во время съемок последней сцены гибели героя Афанасия Федорова он пролежал в ледяной осенней воде более получаса. Тоқтары бар, били куталары, оланна сытыр бүттірі, уға тұбыстыңыға, әресерім қайтары қомай бүкуді сыт, оны бәйім кәлиям деді. Ені оламын, жасың атын дұқсатан кіған бапа алды. Онлық тонның,
Ondan önce daha siyonka diyebiliriz ya oğlatların kelliler onu ya o kefsemin kefsete hatan onunla menelüyor takbin o hanımın o так надо diyelim valla. Ты же сказал их трое. Да, трое. В 1982 году в приключенческой картине киностудии «Мосфильм» «Срочно секретно Губчика» были задействованы сразу несколько якутских актеров. Афанасий Федоров, Спартак Федотов, Валерий Кели-Пели, Анатолий Васильев. А главную роль командира спецотряда Аксенова исполнил актер Якутского драматического театра Степан Емельянов. Режиссером был Александр Косарев. Он попробовал меня, оказывается, кое-что я, так сказать, немного соображаю в этом деле, и он меня утвердить хотел. И пошел товарищу Бондарчуку. Он тогда утверждал эти главные роли, которые должны были исполнять. И он, говорят, дал тебе добро, ты будешь играть. Съемки проводились на острове Тайон-Ары-Налени. Большую помощь оказали жители Орджоникидзевского района и члены Якутского городского киноклуба. И здесь встретились история и современность. В якутском селе Покровск идут съемки фильма «Срочно, секретно Якутскому Губчика». Картина воскресит события первых лет советской власти на Крайнем Севере. А выход ее на экраны киностудия «Мосфильм» приурочит к 350-летию вхождения Якутии в состав России. Потом фильм доснимали в Тобольске и Алабино. Степан Иннокентьевич проявил себя с самой лучшей стороны. Сам делал все трюки, прыгал, стрелял, скакал на лошади. А самое главное, ярко раскрыл образ якутского чекиста Аксенова. Командир отряда Аксенов. Хейгучи, представителя фирмы Арайгуми. Капитана! Я просила без грубостей! Убери. Ну что ж, начнем обмен. Одним из самых ярких талантов в якутском кино конца 20 века, несомненно, был Анатолий Васильев. Он долгое время работал в культпросветучилище. Не имея профессионального актерского образования, служил в Якутском драмтеатре. Первой большой работой в кино стала роль Уйбанчи в фильме «Тайна предков». Многие отмечали его природную одаренность именно в кино. Добро пожаловать, Уйбанча. С чем пожаловал, Уйбанча? Я пришел. Я выполнил свое обещание. Нашел золотой ручей. Анатолий Иванович мечтал о якутской киношколе актерской игры. Был уверен в перспективе кинематографа республики. Говорил, что при достаточной поддержке якутское кино достигнет больших высот. Но ранний и неожиданный уход из жизни Анатолия Васильева несомненно повлиял на дальнейший путь якутского кино. С ним было бы совсем по-другому. Он это кино, бей кино бит саддактактир. Кино театрдан бешүк үйрүгән этерет. Он ол соғыры көддірген бұл оқпадеті болла дейді. 70-е годы. Золотое десятилетие советского кино. Ежегодно снималось примерно 130 фильмов, а зрители ходили в кино в среднем 18 раз в год. Много внимания стало уделяться детскому и юношескому кино, из которого исчезла прежняя нравоучительность. Я помню вот этот напряженный график, когда в кинотеатре «Центральный», он был специализированный детский кинотеатр. Когда у нас там было 14 кинолекториев, киноклубов. Представляете, какой объем работы? То есть были задействованы все школы. Мы очень плотно работали с образованием городским, с управлением культуры. Словом, работа просто кипела тогда. Верхневилюйский район, Наслек-Далыр, старый деревянный клуб. И он до сих пор работает. Когда-то здесь был кинотеатр, один из лучших в районе. И в нем более четверти века
проработал Алексей Семенович Трофимов. Человек он был строгий и требовательный, а киномехаником был первоклассным. Имея всего 7 классов образования, смог самостоятельно освоить сложную профессию. Большое внимание уделял рекламе и наглядной агитации. Сам писал афиши и аннотации к фильмам. Кини афишата олонно специальный уголога töre толок четко он на барта хуруллар. Клуб тахыгар уголок турар, онна афишата хуруллан турар бүтүннүтэ. Онтан ихиджеки дакына клубы хигер эмье бар. Алексей Семенович, как и все киномеханики страны, вел журнал эксплуатации киноустановки. Вы видите уникальные документы эпохи. В этих журналах записывались все кинокартины, все сеансы, сколько было зрителей, сколько продано билетов и какая выручка. Трофимов начал свой журнал в 1969 году, а последняя запись была сделана весной 1995 года. По этим аккуратным строчкам можно изучать историю якутского кинопроката. Анатолий Валлана, клубы хигаратор, года директор, ваттага комлехатчетун куддугата. Кинахы жаачеке оччолорго вирамвеке холожан калбеп Валлана, Алексей келлербет. Онан бары этергеде клубка кино көрөрү чел жон бары калар боларатлар. В Верхневилюйском районе на 23 установках работали 40 киномехаников. Из них 14 были удостоены звания «Отличник кинематографии Советского Союза». Одним из них был Алексей Семенович Трофимов. Якутия по посещаемости кино на душу населения по итогам 1986 года имела очень высокие показатели. Наша республика занимала в РСФСР первое место. Значительно чаще в кино ходили сельские зрители и особенно школьники. Регулярно проводились кинофестивали студий союзных республик под девизом «Дружба народов – основа советского государства». Зрители Якутии встречались с действительно народными артистами кино – Николаем Крючковым, Борисом Андреевым, Ноной Мордюковой, Кларой Лучко, Ией Савиной, Татьяной Конюховой, Майей Булгаковой, Зинаидой Кириенко, Петром Вильяминовым, Вадимом Спиридоновым, Евгением Матвеевым и многими другими. Эти теплые искренние встречи способствовали еще большему сближению киноискусства с народом. Встречается Крючков в кинотеатре «Мир», и мы сами должны были его там угощать. И работники все обалдели от этого. Угощали. И кинотеатр «Мир» всегда хвалили хворост. Там наши работники мировские всегда очень хорошо стряпали хворост. Клара Лучко приехала, например, говорит: в кинотеатр «Мир» мы пойдем? Нет. Я говорю: а что такое? Почему в кинотеатр «Мир»? Она говорит: ой, там такой вкусный хворост. И вот это вот, когда вот люди, работники театра, кинотеатра общаются напрямую с этими артистами, они тоже получают очень большое удовлетворение и удовольствие. Кинолюбительство, как форма технического и художественного народного творчества, начало развиваться в Якутии с 1965 года. Тогда состоялся первый республиканский смотр-конкурс любительских кинолент. Потом на общественных началах был организован клуб кинолюбителей. Вступили в этот клуб более 200 человек. Самым главным энтузиастом и организатором любительского кино в Якутии был Эдуард Михайлович Тирский. Замечательный энтузиаст, удивительный человек. Он очень был азартный все-таки в своем деле. Он родил за нее, потому что нужно было для кинолаборатории пробивать оборудование, доставать химикаты. Тогда было довольно сложно с этим. И вот организация всех этих сетей и поддержка. Занятия проходили интересно, при активном участии всех членов клуба. В отдельные дни приходило столько народу, что зал не вмещал всех желающих. Было проведено 17 республиканских и несколько городских конкурсных просмотров работ кинолюбителей. В дни работы республиканских конкурсов якутское телевидение предоставляло эфир кинолюбителям. Число кинолюбительских кружков в республике было около 35-38, а участников этих коллективов доходило до 400 человек. Начало 80-х годов 20 века.
настоящий пик в развитии кинофикации Якутии. В каждом районе действовала дирекция киносети, где самыми важными специалистами были методисты. Основная задача методиста – формирование кинорепертуара по киноустановкам, организация оптимального фильмопродвижения по территории района, рекламно-информационная работа, организация и проведение киномероприятий. Фильмы в районы поступали на ограниченный срок, поэтому необходимо было правильно определить маршруты их перевозки между киноустановками, и особенно это касалось так называемых кассовых фильмов. Их дожидались в соседних районах. В кинотеатрах республики проводились кинопанорамы, киновикторины, киноаукционы, даже ночные и ранние утренние сеансы наиболее популярных фильмов. Ну, и еще был на фильм ажиотаж «Спасите Конкорд». Сейчас их называют триллеры, а раньше были приключения. Мы его показывали почти 2 месяца. 2 месяца один фильм. Он был в широком формате, 6-канальный звук. Ну, очень такой хороший фильм, мне самому он понравился. Помню, когда нам тут даже целые стеклянные двери сломали из-за этого ажиотажа этого фильма. Вопросами развития кино Якутии в разные годы занимались многие специалисты. Но в истории республики ярчайшим руководителем кино был Иван Спиридонович Жараев. Он возглавлял якутское кино почти 30 лет, с 63 по 92 годы. Иван Спиридонович – легендарная личность, вся долгая трудовая деятельность которого без остатка посвящена развитию кино в Якутии, в жизни был на редкость скромным и добрым человеком. Иван Спиридонович Жараев – человек, в жизни которого все было однажды и до конца. Он никогда не изменял своим убеждениям. Коллеги высоко ценили человеческие профессиональные качества Ивана Спиридоновича и его супруги Татьяны Андреевны, во всем разделявшей взгляды, жизненные позиции и убеждения мужа. Это была на редкость гармоничная пара, вырастившая 2 достойных сыновей. Какие-то вещи, которые формируют из человека, из нормального мужика, да, он все-таки у него был. Мы с ним и рыбачили, мы с ними и там ездили к родственникам, посещали, да. Наблюдал за мной, и в то же время он давал возможности ошибаться. Я и шишки набивал там, и какие-то были и успехи, за которые он там успел порадоваться, да. Именно он определил путь отрасли на многие годы вперед. Жараев заложил истоки многих направлений – кинопоказа, кинопроката, создания киностудий, общественной организации ветеранов кинематографии, музея кино, Центра аудиовизуального наследия. Он автор нескольких монументальных трудов о кино Якутии и сотен публикаций, ставших итогом скрупулезного изучения истории якутского кино. Мало того, что он руководил всей киноотраслью, мало того, что его знали во всей России, его любили во всей республике. Это был человек очень многогранный. И прежде всего, вот его личный харизма. Он был настолько теплым, добрым, он никогда никого не прерывал. Он выслушивал мнение даже противоположное тому, что вот он думает. Он до конца выслушивал. Всегда были с ним заодно. Мы всегда были партнерами, соратниками, товарищами. И просто даже вот какие-то хорошие, приятельские отношения у нас были с ним всегда. До сих пор ведутся споры, какой фильм считать первым якутским. Многие говорят, что это фильм «Мапа» режиссера Алексея Романова. Семен Ермолаев – известный наш драматург и киносценарист. По его произведениям на телевидении и в кинокомпании «Сахафильм» снято более 20 художественных фильмов. Семен Никонович считает, что первым якутским фильмом была картина «Старая игрушка», снятая в 1986 году. Началось все это дело в 1986 году. В ноябре этого года сняли первый художественный якутский фильм. Называется «РГО Нюр. Старая игрушка». Потом сразу решили снять второй фильм «Охонон» по сценарию Семена. Телерадиокомитет выделил пленку, аппаратуру. Съемки проводились в наследии Морук Мегино-Кангаласского района. Зима,
минус 55 градусов. Кинооператором был Семен Васильев, режиссером Анатолий Васильев. Главную роль исполнил Афанасий Федоров. Затем был снят фильм «Саилык». Из этих трех, на первый взгляд, технически незатейливых картин начиналась новая история якутского кино. Но многие до сих пор считают, что в них и удалось запечатлеть настоящий якутский дух, что-то пронзительное и потерянное, что мы до сих пор ищем. Семен Ермолаев считает, что секрет успеха якутского кино связан с национальным своеобразием культуры и искусства народа, нашей уникальной природой с холодной зимой и жарким летом. Именно в философии единства и борьбы противоположностей заложен краеугольный камень развития северной цивилизации. Но опытный сценарист предупреждает об опасности головокружений от успехов и хвалебных речей. Кто хвалит? Мир несовершенен. Надо критично к себе относиться. Абуладзе. Окаяние. Верико Анджапаридзе. Великая театральная актриса. Легенда. Последний кадр этого фильма старушка стоит и спрашивает: зачем дорога, которая не ведет к храму? Главное, чтобы молодые наши за коммерческим успехом слишком не гнались, а свое собственное там оказывали. И все. С распадом Советского Союза жизнь страны бесповоротно изменилась. И кинематограф остался не только вне государственной поддержки, но и вне ее интересов. Кинопрокат рухнул. В среднем на человека приходилось по 2 билета в год. Пиратское видео, наводнившее страну, сделало посещение кинозалов бессмысленным. Последнее десятилетие 20 века убило кинопрокат. Кинотеатры превращались в мебельные салоны и торговые центры. В республике выжили всего несколько кинотеатров. В 1996 году был создан отдельный комитет по кинематографии при правительстве. Благодаря Иннокентию Иннокентьевичу Готовцеву, его председателю, заключили соглашение с мэрией Якутска, отремонтировали кинотеатры, открыли пункты видеопроката. Защитили программу развития материально-технической базы киноотрасли, стали ездить на кинорынки и приобретать кинокартины. Наша республика поддержала тогда отечественное кино не на словах, а на деле. Решением Госкино России кинотеатр «Центральный» города Якутска в 1997 году стал центром российского кино. Для защиты отрасли кинематографии в республике в мае 1997 года был разработан и принят Государственным собранием Илтумен закон о кинематографии. Он стал примером для остальных отраслевых законов, защищающих социальный статус работников кино. И в ходе работы мы поняли, без государственной политики дальнейшее развитие кинематографии республики невозможно. И доказали перед правительством создание комитета кинематографии Республики Саха. Перед этим мы впервые по России принимали закон о кинематографии. Закон принимали все наши, участвовали все наши специалисты, ветераны. Кино в Якутии 90-х как мост, соединяющий прошлое с будущим. Поддержали кинопрокат, сохранили свою кинолетопись и открыли киноархив. Плодотворно работали над подготовкой кадров, и многие стали специалистами, закончив обучение в вузах Санкт-Петербурга и Москвы. В этом большая заслуга и Иннокентия Готовцева. Деятельность кинематографистов Якутии 90-х – документ этой эпохи. Оно имеет не только историческую, но и человеческую ценность. В 1996 году было создано Государственное национальное хранилище кинодокументов. В то время единственное специализированное учреждение в регионах Российской Федерации, занимающееся сбором, обработкой и хранением наследия народов на аудиовизуальных носителях. Пришлось все начинать с нуля и поставить Госкинохранилище на ноги. И начали мы работать. В Сахафильме я договорился на первом этаже одну комнату. Попросил один стол. Вот начали с этого работу.
и, конечно, наши кассеты. В 1997 году фонд Госкинохранилища признан особо ценным объектом национального культурного достояния народов республики. Комплектование фонда, его технологическая и научная обработка, создание оптимальных условий для длительного сохранения и эффективного использования – вот основная и главная задача Госкинохранилища. К началу 2021 года Национальный центр аудиовизуального наследия народов Якутии насчитывал более 22 тысяч единиц хранения. Это тысячи сюжетов о жизни Якутии с 1926 года до наших дней. Нас можно назвать и библиотекой, и музеем, и архивом. Потому что наши материалы, в отличие от бумажных, от материальных, они в цифровом виде, живую показывают историю. Их подменять или как-нибудь интерпретировать по-разному нельзя. Весь ход развития кинематографии Якутии в советское время, активное привлечение многих якутских актеров в создание художественных фильмов ведущими киностудиями, бурное развитие документального и любительского кино, мощно развитая сеть кинопроката стал благоприятной почвой для организации самостоятельного предприятия по производству якутских фильмов. В 1987 году молодой якутский режиссер Алексей Романов с отличием закончил ВГИК и организовал первое в республике творческое кинообъединение «Северфильм». Алексея Семеновича можно смело назвать отцом якутской национальной кинематографии. Приехал как бы на пустое место, ничего не было, и потратил целых 2 года на то, чтобы убеждать наших чиновников, правительства Якутской ССР, обком партии. Вот. Но люди плохо понимали и говорили, что это очень сложно. В то время не было такой возможности взять-то, создать какое-то предприятие. В то время нужно было, решение правительства, чтобы создать какое-то новое предприятие. И в 1992 году по указу президента республики Михаила Николаева создается государственная кинокомпания «Саха-фильм». С этого момента впервые в Якутии появилось собственное кинопроизводство. Первым директором «Саха-фильма» становится профессионал, видный кинооператор Василий Парфенов, многие годы проработавший в киностудии «Казахфильм». Василий Яковлевич вложил много труда в дальнейшее развитие новой кинокомпании. Было приобретено профессиональное оборудование, свое здание и база, и появились первые специалисты, выпускники центральных киновузов. Ленинградский институт киноинженеров бітірдім. Бітірен әрдақпын Алексей Романов. Мен қазақы бұтам, оны тәренері біттен. Келағын үйрінен келағын біліңге күрдік Гуглға керен хұриян барыңын барта таққан келер бұл. Оғағана барта бәйін әті үйгінен барта ұңырағын еді. Первым снятым на якутском языке полнометражным художественно-этнографическим фильмом стала картина «Орто дойду. Серединный мир», законченная в 1993 году. Главной ценностью картины стало создание качественно нового в жанровом отношении фильма, эпического кинополотна, раскрывающего уникальное духовное наследие народа Саха. Мой лично самый любимый фильм – это «Орто дойду» Романова. Потому что действительно это действительно этнографический фильм. Я вообще, в принципе, всем желаю пересмотреть этот фильм. Они сделали такие кинопостановки, которые уже, мне кажется, сейчас, на данный момент сделать уже просто невозможно. Потому что многое из того, что было снято, теперь это утеряно. Это был первый опыт концептуального обобщения ритуалов, обычаев, обрядов, традиционной культуры народа Саха. Авторы фильма художественными средствами смогли реконструировать, восстановить и показать многие забытые традиции.
Картина снималась на стыке документального и игрового кино, но авторы относят ее к художественному проекту. Производство фильма заняло 3 года. Из съемок этой картины был сформирован костяк творческого коллектива Сахафильма. В последующем были сняты такие знаковые фильмы «Остров Тайвань», «Черная маска», «Журавли над Ильменем», «Снайпер Саха», «Джикти Саас», «Сааскы Кэм», «Царь-птица», «Надо мною солнце не садится». Долгие годы в компании проработали известные деятели кино: Алексей Романов, Никита Аржаков, Юрий Бережнев, Дмитрий Никифоров, Геннадий Багынанов, Иннокентий Амосов, Петр Бояркин, Эдуард Новиков. С июля 1998 года по сентябрь 2015 года генеральным директором кинокомпании являлся Степан Николаевич Сивцев. Затем Сахафильмом руководил Дмитрий Васильевич Шадрин. Туман ба, тоқты билебез. Кайда кайын білебаны туманнар жарылан керем обыттар, кытылда көстен керем обыттар. Бейі білебет класс алар қалыны бұл, Московский кинофестивальдер бұл манна барын точно білебет оны екідерді. Оскар қанан бары білебет. Терменно будеки бары біттен. В республике появилась своя уникальная киношкола со своей спецификой, стилистикой и профессиональными кадрами. И также появился огромный интерес к национальному кинематографу со стороны зрителей. Начали создаваться и продуктивно работать независимые киностудии. В творческом тандеме с ними кинокомпания «Сахафильм» заняла ведущие позиции по кинопроизводству на Дальнем Востоке и вошла в 5 самых кинопроизводящих компаний России. Совместный продуктор надо. Беги билен холоругар үлелер биттен 300 агон тынчеке холду бит. Мында хайлыгар. То есть сахатылдаққан үлі бит. Совместный ден атын региондар кетті, атын дойду очутугар кей аудитория толатар. Тишина. Мотор. Есть. Камера. Есть. 38, 1, 2. Молодец. Сёма. В этом году кинокомпания «Сахафильм» впервые выиграла конкурс Министерства культуры России на финансовую поддержку для создания фильма «Не хороните меня без Ивана». Ленту снимает наш известный режиссер Любовь Борисова. На этом проекте был очень интересный этап разработки. У нас исторический фильм, очень много костюмов, массовки, реквизитов, очень много подготовительной работы, команды очень много. Но, с другой стороны, и сценарий, сюжет, картинка будет совсем другая, не камерная. У каждого человека свое кино, а кинотеатры объединяют всех нас в одну большую семью. Семью из людей, которые смотрят кино, любят кино и безумно его уважают. В жизни каждого человека есть свой кинотеатр. Первый или любимый, школьный или ближайший. У нас в республике было много кинотеатров. В клубах, с названиями, безымянные, деревянные, каменные, на берегу Ледовитого океана или маленькой речки. В Якутске же самыми известными были кинотеатры Горкино, Залыжный, позднее Айхал, Мир, Лена и Центральный. Об этих кинотеатрах многие вспоминают с настоящим замиранием сердца. Там, где когда-то гасился свет и начинался удивительный аттракцион магии кино. Ну, я жил прямо на улице Ленина, напротив кинотеатра «Центральный», поэтому очень любил его. Мне и до сих пор очень нравится его архитектура. Он ведь построен был во время, по-моему, Великой Отечественной войны. И он мне напоминал, и продолжает напоминать при этом, знаете что, египетскую какую-то такую архитектуру. Прям как будто я где-то в долине царей, знаете, в Египте под Каиром. А архитектор, вот этот
портал, да, сделал как будто вход в какой-то вот храм, да, такой египетский. Мне это очень нравится и продолжает нравиться. Заходите, пожалуйста, проходите. Добро пожаловать в наш кинотеатр! Вот так каждое утро многие годы встречают первых своих зрителей сотрудники кинотеатра «Центральный». Место встречи изменить нельзя. С этим девизом уже почти 80 лет этот кинотеатр является местом встречи многих горожан и гостей республики. Главными ценностями кинотеатра являются его история и его верные кинозрители. В 70-е годы «Центральный» стал специализированным детским кинотеатром. В день демонстрировались по 5 детских сеансов. Вся детвора Якутска любила ходить именно в «Центральный». Но он был рядом с моим домом, можно так сказать. Поэтому мы после учебных уроков, да, мы обязательно бегали в кино. То есть мы практически смотрели все фильмы, которые в тот момент были в прокате. И мы поэтому с большим удовольствием вот ходили на эти фильмы и именно в кинотеатр «Центральный». А в начале века именно Центральный кинотеатр открыл миру якутское кино, первым показав в прокате якутский фильм. 14 октября 2004 года на широкий экран в кинотеатре «Центральный» вышел фильм Сергея Потапова «Любовь моя». «Центральный» воистину можно считать меккой якутского кино. Но, естественно, наш кинотеатр войдет в историю республики тем, что он первый, единственный поддержал якутское кино, показав на большом экране фильмы наших независимых кинорежиссеров, которые сейчас уже шагают не только по республике, но и по всему миру, получая огромные премии и звания, и называется это «Якутский кинобум». А кинотеатр «Лена» был построен в 1963 году. Тогда он стал самым большим кинотеатром в республике на 350 мест. Официальное открытие состоялось 5 января 1964 года показом кинокартины «Петр I». В советские годы кинотеатр «Лена» был, выражаясь профессиональным сленгом, первоэкранным. Иначе говоря, самые лучшие фильмы текущего репертуара в первую очередь демонстрировались в «Лене». И постоянно все более-менее хорошие фильмы доставались кинотеатру «Лена». Он как бы большой, более современный. Мы никогда не показывали, как сейчас, там по 6 фильмов, по 5 фильмов в день. Там один в день, ну, от силы еще детский какой-нибудь, и все. А так, целый месяц один фильм. В самые сложные годы экономического обвала кинофикации, в круговерти непонятного, только начинающегося формироваться всероссийского кинорынка, руководство кинотеатра, а именно Алла Андреевна Якушева, сумела нащупать единственный верный путь. Кинотеатр был первым в республике переоборудован под систему 3D. На свои средства приобрел дорогостоящую аппаратуру и мебель в зрительный зал. Когда был переход с пленочного на цифровой проектор, мы приобрели очень самые лучшие цифровые проекторы Кристи канадские. И вот в данный момент у нас вот этот последний проектор является проектором, который показывает в формате 4К. Все городские кинотеатры уже стали легендой. В каждой семье есть истории, связанные с Айхалом, Миром, Заложным. А сегодня у молодого поколения горожан есть свои истории с новыми кинотеатрами Якутска. Ну и они продолжают традиции якутского кинопроката, отличаясь четкой и слаженной работой с дистрибьюторами. Мы сразу наладили, так сказать, отношения со всеми представителями республики Саха-Якутия. И, в общем-то, у нас никогда не было никаких ни организационных, ни финансовых проблем, потому что ну, это один из самых, скажем так, надежных регионов. Всегда они очень вдумчиво подходили к репертуарному планированию в своих залах. В 2000-е годы наступил новый этап. Появилось молодое якутское кино с разнообразной палитрой фильмов по жанровому и стилистическому строю. В 2013 году в Якутске собрались именитые гости со всего мира, начинающие режиссеры и просто любители хорошего кино. В республике прошел свой международный кинофестиваль.
На последний кинофестиваль там у нас свыше около 1000 заявок было с разных стран. И я считаю, что это показатель того, что кинофестиваль интересен, что туда хочется приезжать, участвовать. Вот. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы кинофестиваль развился и стал очень заметным, чтобы с ним считались, он был авторитетным, что победа на нашем кинофестивале была считалась высокой наградой. Проведение международного кинофестиваля в Якутии – это закономерное событие в развитии кинематографии, искусства кино республики. Это неоспоримое подтверждение того, что в этой сфере идет рост, есть прогресс, есть признание. Достигнут определенный рубеж и назрела необходимость в осмыслении пройденного пути. Этот кинофестиваль – очередной шаг в новое пространство для якутского кино. Якутский кинофестиваль, он такой многотрудный процесс, который появлялся и который дальше развивался шаг за шагом. И я прям видел ступени роста этого фестиваля. Мне кажется, что сам по себе фестиваль является таким очень величайшим событием. Кинокомпания «Арт Дайду» является одним из ведущих независимых производителей кино в Якутии. Ставка делается на производстве жанровых картин международного уровня. Впервые в истории якутского кино кинокомпания «Арт Дайду» заключила контракты с 2 иностранными компаниями на мировой прокат своего фильма ужасов «Ичи». Успех каждого проекта – это результат слаженной работы опытной команды, творческого подхода и досконального внимания к деталям. Кино слишком молодое, и то, что мы уже на слуху, это очень хорошо. И при правильном бюджетировании, при правильном планировании это кино может стать коммерчески выгодным и инвестиционно привлекательным для спонсоров и для инвесторов, понимаешь? Оно уже и так рентабельное в плане того, что ребята снимают за 3 миллиона рублей и собирают кассу по 15-16 миллионов рублей. Это уже коммерчески выгодно. Главный герой фильмов «Триумфаторов» Московского международного кинофестиваля последних лет «Царь-птица» и «Надо мной солнце не садится» Степан Петров. Он живет в деревне, всю жизнь работал шофером в совхозе, играет в сельском народном театре и иногда, как шутят земляки, выигрывает московские кинофестивали. Его старики – это символ и архетип, олицетворение опыта веков. Буден туран утыстырын тағынан тақ я нағады шүгейті. Жоны бұл кейіне дейін де кеддікте жоңға эмоция береден сүрді бітті яна бұтым. Бұлыр Советский Союз сағына атырығы дебіт Анатолий Кимден қаға құрияттыта. Олар үті кәлін куған түспітеге бұл әті едәдіна эмоция дейін. Первой масштабной победой и признанием якутского кино на высоком международном уровне стал успех картины Эдуарда Новикова «Царь-птица» на Московском международном кинофестивале. В этой якутской притче каждый зритель увидел что-то свое. Кто-то семейную драму, кто-то религиозное действо, а кто-то историю и этнографию. Күтті күдді кететімден бағалай сияқ өліп кәпсәнін. Ол ақпытын бұл ратты же, онтан тақсағыл болу. Бұл кәпсәнін шөйкіне болу еммен, мұнын атын омық бей хақыл ер өйдөбет. Атын культуралақты жөндөр өйдөқтері емментен ерен оңыр бұдым. Ол ем болдағаны бұл кәпсәні аджап баққары простой кейіне тылынан уғылатавдым. Главное в фильме – чистые душой, простые люди. Живут в гармонии с природой, со своей лиственницей. Связь с природой до сих пор очень важна для нашего народа, и никакие технологии не могут ее разорвать. В сентябре 2020 года на 31-м открытом российском кинофестивале «Кинотавр» картина режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» получила главный приз. Роль сельской целительницы исполнила Валентина Романова, Ческырой. Актрису можно с полным правом назвать соавтором режиссера. За роль деревенской целительницы на «Кинотавре»
Ей вручили приз за лучшую женскую роль. И знаете что? Я же революционер, и получилось, знаешь, что я всегда в музыке или вот в спектакле я свое новаторское туда ввожу. И в киноиндустрия тоже свое внесла, потому что я должна сказать, я же человек, и у меня я есть, у меня лицо, у меня есть мои мысли. Эйдемнәхпет қайдақтағын Оругум толар күннә қәбет боллағына, кыра сыйғалар умнуллуқтара, кәнчәрі ұчаддағаны мен аппын, өтөт алынан өтөған. Самым ожидаемым фильмом последних лет в якутском кино стал эпический фильм Никиты Ржакова «Тыгын-Дархан». Сценарий картины написан по мотивам одного из главных шедевров якутской литературы – одноименного романа народного писателя Василия Яковлева-Долана. Фильм поднимает вечные темы: добро и зло, война и мир, жизнь и смерть, сиротство и сила рода. Поступками главного героя движет гуманизм, а в современном мире с его конфликтами это как никогда актуально. Тыгын представлен крупной исторической личностью, оставившей глубокий след в этнической памяти якутского народа. Бәйтін кемегер, бәйтін күддік ханалақтар, өскен түрін бербетақ кейлері, күрдік көрөбін бәйім. Ол кемгеттон бәйтін, еті романға да ғұруларынан кейнеға да көстебетінен, бәйтін ұраханатын, ұлу соруғын әппетін олыққа келдерер, ол тұғығар, жұлуғар кей күддік көрөбін. Как подчеркивают авторы, этот фильм посвящен в первую очередь нашим потомкам. Они его посмотрят, поймут, кто они есть и от кого произошли, и смогут рассказать об этом другим. С этим фильмом в развитии якутского кинематографа началась новая глава. Нужно снимать фильмы, отражающие самобытный нрав народа Саха, его отношение к жизни и уникальную культуру. С таким посылом Тыгын-Дархан вышел на широкий экран и нашел своего зрителя и горячий отклик в сердцах людей. Все прекрасно видели, как взбудоражилась вся республика. Когда мы начали съемки в наших массовых съемках, вообще в организации, практически участвовали все до единого. И у народа, как я заметил, у народа проснулось чувство вот это единства. И мне вот это понравилось. Куда бы мы ни приехали, как бы далеко мы ни были, куда бы мы ни приехали, всегда была огромная поддержка именно со стороны народа. У кино две функции – отображать окружающую реальность и создавать новую. Поэтому на современном этапе хотелось бы, чтобы кино рассматривалось не столько мощным средством индустриального развития, сколько в большей мере оставалось искусством, которое создано, чтобы делать нас лучше, умнее и добрее. Уверен, что у нас когда-то вот появится, вот сейчас же есть серия, такая золотая коллекция, да, кинофильмов, которые невозможно из поколения забыть, чтобы оставить в том поколении, переносить в сегодняшнее поколение. Мы же радуемся, мы воспитываемся на это. Поэтому якутское кино имеет начало, якутское кино имеет развитие. И очень важно, что якутское кино имеет свое будущее. Оно будет идти дальше, потому что ребята не остановились. И в тот момент, когда ветер вот этот истории дует именно в эти паруса, глава республики, правительство республики, и мы все, вот министерство, все организаторы работаем в одном направлении. Поддержка отечественного кино со стороны государства в последние годы растет, но проблемы нашей киноиндустрии упираются не только в деньги. Государство много делает для того, чтобы отрасль стала конкурентоспособной. С 2010 года в Якутии создано 100 полнометражных фильмов. Это 3-е место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас есть хороший человеческий капитал, его, конечно, надо развивать, надо в него вкладывать. И уверен, что республика это будет делать с вашей помощью. Так и у нас будут еще новые и новые победы. Искренность нашего кинематографа, она подкупает. Но, конечно же, мы должны поддерживать все виды кинематографа, в том числе и на продвижение нашего якутского международного кинофестиваля, который, я считаю, мы должны на серьезный уровень поднять. Понятно, что якутское кино состоялось. Мы идем вперед, и наша задача – это покорить уже не только российский, но и мировой рынок. Эти успехи нужно закреплять и развивать.
Кинематографисты, как творческие люди, тонко чувствуют красоту нашего мира, уникальные характеры наших людей. Они несут это через свои фильмы людям. Возможно, именно эта честность якутского кино и нравится всем зрителям и специалистам. Добавим к этому талант наших режиссеров, их готовность развиваться. Отсюда такие картины. Честные, настоящие, про людей. Сегодня можно смело говорить о том, что наша культура путем киноязыка говорит о себе и вызывает интерес. Это в первую очередь интерес к самобытности. Мне кажется, что якуты оказались просто кинонацией. Ну, они раньше о себе просто этого не знали. Сейчас это проявилось. Есть такие нации. Например, корейцы. Когда-то, когда кино начиналось, было несколько кинонаций, с которых это начиналось. Россия в том числе. Америка, конечно, с созданием Голливуда. Италия, Франция. Мы знаем этих людей. Мы же знаем, что Франция была таким супер локомотивом кинопрогресса, а, условно говоря, Испания нет. Никак ты это рационально не объяснишь. Также рационально невозможно объяснить, почему оказалось, что кино – это дело якутов. Но оказалось, что это так. И никогда такого не случалось с так называемыми малыми нациями или нетитульными. Любое из этих названий, оно звучит дико шовинистически, я не знаю, какое здесь правильно употребить. Но вот теми, кто не принадлежит к русскому большинству в России. Их очень много у нас в стране. Вот ни одной из них пока что не удалось в себе вот эту кинематографическую какую-то жилку, нотку взять и разбудить. А в Якутии это случилось. Агыс илах сагалах орто турутойтуга айылдан вескәбет, аргахыттан техиннах агынылах саналах, айы жөһөгөй аймагын туһунан кәпсәммитин салты сагалатахпыт. Бәрі, тоқтаңыр. Тоғы бұ биһиге аргахыттан техиннах айы жөһөгөй аймагадырды. В чем же секрет якутского кинематографа? Для становления и успешного выживания этнического кино необходимо счастливое сочетание как минимум 3 условий. Важно содействие или хотя бы доброжелательный нейтралитет местных властей. Необходимы национальные кадры, авторы, одержимые творчеством, и определяющий фактор, без которого обойтись невозможно – отклик благодарной аудитории, внимание зрителя, что ценит свое кино.